Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях вторника, 24 ноября. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы дня. Приморье восстанавливают после разгула стихии. Пострадали почти 180 тысяч человек. Какую помощь оказывают? 20 тысяч изделий за смену. В Якутске запустили цех по производству медицинских масок. Молодым кадрам необходима поддержка. Андрей Тарасенко встретился со студентами-медиками. Пожар вспыхнул в доме на улице Рыдзинского в Якутске. Помощь погорельцам окажет мэрия, что стало причиной пожара. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Нерюнгри работает. Расскажем о следующем этапе. А в столице Алмазного края открыли горнолыжный сезон. В каких условиях работает база во время пандемии? Накануне министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прибыл во Владивосток. Совместно с губернатором Приморского края он осмотрел ряд районов, оказавшихся в эпицентре чрезвычайной ситуации. Напомним, что на прошлой неделе в результате стихийного бедствия почти 180 тысяч жителей Приморского края остались не только без электричества, но большая часть еще и без тепла и воды. Как отметил министр, ликвидация последствий потребовала значительных усилий со стороны правительства Приморского края, федеральных структур, электросетевых компаний, МЧС и военных. К борьбе со стихией привлечены более 2000 человек и порядка 800 единиц техники, в том числе МЧС России и Министерство обороны. Конечно, первая и главная задача – это поддержать Олега Николаевича и всех сотрудников специальных служб, всех граждан в том, чтобы быстрее наладить жизнеобеспечение людей, дать им свет, тепло и воду. Но после этого нужно восстановить Владивосток, восстановить пострадавшие районы Приморья и сразу стать готовыми к следующему удару судьбы. К сожалению, он непременно случится, рано или поздно. И в этом смысле оставаться на тонком льду, в прямом и в переносном смысле, оставаться на одной цепи, оставаться без резервных источников питания, без резерва топлива, без резерва техники, без резерва еды ни в коем случае нельзя. Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Речь идет о выделении 80 миллиардов рублей. Их распределят по 39 субъектам, у которых из-за распространения коронавируса сократились поступления в доходную часть бюджета. Якутия получит свыше 1,5 миллиарда рублей. Как отметил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с COVID-19. В этом году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 миллиардов. Предусмотреть дополнительную помощь поручил президент Владимир Путин. Источником финансовой поддержки стал резервный фонд правительства. Все вакцины от коронавируса включат в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. Об этом также заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета по борьбе с COVID-19. Тем самым правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса, вне зависимости от их наименований. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку. Кроме того, со следующего года в этот перечень попадут еще 25 новых препаратов. В том числе 4 лекарства из перечня высокозатратных нозологий. Многие из них достаточно дорогие, но в них нуждаются люди. Включение в перечень новых препаратов повысит доступность жизненно необходимых и важнейших лекарств, поможет сохранить здоровье людей. Далее о текущей эпидобстановке в регионе. 219 случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки, в том числе 49 носителей. В Якутске 118 заболевших, в Алекминском районе 11, в Алданском и Сунтарском по 9 случаев, в Мегино-Кангаласском и Эмиконском районах по 8, в Нюрбинском 7 заболевших. Еще в 17 районах от 1 до 5 случаев. Летальных исходов от COVID-19 3. За сутки лабораториями региона проведено почти 2200 исследований на коронавирусную инфекцию.
В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия обязательным для граждан является нахождение и изоляция в случае, если выявлены первые признаки острых респираторных заболеваний. Поэтому большинство сегодня выявленных случаев – это как раз случаи, выявленные в результате, в том числе, исполнения гражданами этого указа. Так как каждый случай вызова на ОРВИ рассматривается нашими врачами как случай непосредственно возможного коронавирусного заболевания как такового. Поэтому сегодня непосредственно та система, которая была заложена указом главы Республики Саха-Якутия, показывает свою эффективность. Между тем, Айсен Николаев обозначил задачи главам районов Якутии. Совещание по эпидситуации в регионе сегодня прошло в режиме видеоконференц-связи. По состоянию на сегодня новые случаи COVID-19 выявлены в 23 районах республики. Если за последнюю неделю ситуация по Якутску начинает постепенно стабилизироваться, то в районах наблюдается рост заболеваемости. Вместе с тем, в городах и районах республики количество тяжелых больных не снижается. В настоящее время 116 пациентов находятся в реанимации. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 32 человека. Айсен Николаев отметил, что от слаженного действия глав муниципальных образований зависит стабилизация ситуации на местах и эффективность принимаемых оперштабом мер по борьбе с COVID-19. В Якутске запустили цех по производству медицинских масок. В день здесь будут выпускать до 20 тысяч штук. Процесс полностью автоматизирован. Резиденты технопарка Якутии, компания «Стандарт-14» сообщают, что в цехе соблюдаются все требования безопасности, предъявляемые к производству. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Станок производит до 100 изделий в минуту. Защитные маски состоят из 3 слоев. Средний, самый важный, фильтрующий слой, защищен с 2 сторон водоотталкивающими материалами. После изготовления основной части, так называемого тела маски, на другом станке к нему припаиваются крепления. В конце готовое изделие проходит осмотр и тест на прочность. Нужно соблюдать, главное, чтобы воздух не слишком горячий, чтобы тепла не было, либо влажности в этих сохраняется, и чтобы чисто было, санитарная норма отвечала. За одну смену здесь производится до 20 тысяч масок. По словам директора технопарка, собственное производство защитных масок в республике поспособствует снижению цен и повышению их качества. Если свое производство в Якутске, то снабжение будет лучшим, качественнее и по дешевым ценам. Востребованность в том, что здесь снижает скорость поставки этих масок, оборудования этого. И она закрывает нужды наших жителей Якутии, наших районов и компаний. Маски, произведенные здесь, будут распространяться по магазинам и аптекам города Якутска. На данном этапе цех должен обеспечить до 30% от общего объема необходимых Якутии медицинских масок. Впоследствии компания планирует увеличить производство, соответственно увеличить и количество производимых масок. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутск. Еженедельно в Ленске административная комиссия совместно с полицейскими выходит в рейд, проверяют торговые точки на соблюдение масочного режима, а также социального дистанцирования. По итогам работы можно отметить, что данные требования соблюдаются неукоснительно в большинстве магазинов. В помещении продавцы и весь рабочий персонал трудятся в масках. Однако есть и те, кто игнорирует установленные требования. В отношении таких предпринимателей составляется протокол об административном правонарушении. Штраф за несоблюдение требований эпидбезопасности – 15 тысяч рублей. По результатам рейда административной комиссии было составлено за нарушение указанных указов главы республики 11 административных материалов, по которым 2 юридического лица были подвергнуты штрафу, а 9 должностных лиц продавцов были привлечены в виде предупреждения. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле главы муниципального образования Ленский район. В Алроса начали реализацию стратегии развития корпоративного здравоохранения. Теперь функции медцентра компании расширят. Начать решили с профосмотров. Под это уже стали готовить необходимые помещения, инструментальную базу и врачебный персонал. Где будут проводить обследования, кого не затронут и зачем компании уходить от подрядчиков, выяснял Роман Муконин.
Одни месят шпаклевку, другие ей же выравнивают стены. В профилактории «Горняк» медиков сменили строителей. Ремонтируют помещение на 3-м этаже. Через полгода здесь примут 1000 работников «Алроса». И все должно соответствовать высоким стандартам. А вот массажистам с этого этажа придется переехать в спальный корпус. 3-й этаж у нас выбран, потому что на 1-м этаже располагается ванное отделение, которое мы не можем перенести. 2-й этаж у нас располагается под физиокабинеты, их мы тоже перенести не можем. А 3-й этаж – это самый оптимальный вариант по нормам Санпин помещений для каждого медицинского врача. Дизайн-проект уже готов. Помещение приобретет приятные зеленые оттенки. Здесь будет располагаться современная клиника с полным спектром услуг по периодическим медицинским осмотрам не только для работников вредного производства, но и для остального персонала компании. Мы хотим улучшить качество периодических медицинских осмотров. Также на базе отделений профосмотров мы хотим проводить профилактические осмотры всему коллективу «Алроса», не только работникам вредного производства, но и работникам с оптимальными условиями труда. Для чего мы это будем делать? Для того, чтобы иметь полную картину состояния здоровья персонала компании. Медицинский центр планирует начать осмотры в Мирном с 1 апреля следующего года. В 2022 году в Айхале и Удачном. А это 11,5 тысяч медосмотров в год по всем площадкам. В итоге главная задача создаваемого корпоративного центра профпатологии – это улучшение состояния здоровья коллектива «Алроса» через профилактику. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Молодым кадрам необходима поддержка. Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко сегодня встретился со студентами медицинских образовательных учреждений региона, которые были задействованы в борьбе с коронавирусом. На встрече побывал и наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Вот уже 8 месяцев, как пандемия коронавируса прочно вошла в нашу жизнь и перевернула ее на 180 градусов. Нагрузка на врачей по всей стране выросла в разы. Именно благодаря их слаженной работе данный вирус держится под контролем. Еще с марта на подмогу врачам были направлены все силы, в том числе и студенты всех медицинских учебных заведений региона. Но если говорить за весь период пандемии, то получается, в целом у нас было задействовано более 1240 студентов, ординаторов, аспирантов. Будущие медики помочь коллегам в борьбе с коронавирусом согласились без колебаний. Кто-то оформил это как прохождение студенческой практики, а кто-то был даже трудоустроен. Однако большинство ребят вступили в ряды волонтеров. Когда началась пандемия, сразу вступили как волонтеры, в свободное время учебой занимались. Волонтерский штаб ходили, он на заказ оплачивает, он МТР, продукты таскали пожилым людям. Премьер-министр региона Андрей Тарасенко встретился с самоотверженными студентами, наградил лучших из них. Слова благодарности прозвучали для каждого. Помогаете людям быть здоровыми и лечить их. Это ваша будущая профессия. И мне очень приятно, что в действительности у нас молодежь такая растет, и смелая, и отважная. Поэтому очень хочется вас спасибо вам сказать и поблагодарить за то, что вы делаете. В свою очередь студенты поблагодарили коллективы лечебных учреждений столицы, восхитились стойкостью коллег, а также выразили слова признательности руководству мединститута и Минздрава за дополнительные бонусы тем из них, кто помогает в борьбе против коронавируса, а также за поддержку и организацию учебно-рабочего процесса. Хотим поблагодарить руководство ЕГБ-3 за то, что предоставило жилье, питание и за все условия, за лекарства в виде профилактики против ковида. Все условия были, и жили в изоляции. Каждый день нас возили на работу в микроавтобусе. Премьер-министр, завершая встречу, отметил, что каждый будущий медик должен получить подобную помощь со стороны региональных властей. Ведь пандемия еще раз показала, как остро нуждается общество в квалифицированных медицинских кадрах. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас короткая реклама, мы вернемся буквально через 1 минуту. Смотрите далее. Пожар вспыхнул в доме на улице Рыдзинского в Якутске. Помощь погорельцам окажет мэрия, что стало причиной пожара. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Нерюнгри работает. Расскажем о следующем этапе.
А в столице Алмазного края открыли горнолыжный сезон. В каких условиях работает база во время пандемии? Продолжаем нашу программу. Предположительной причиной возгорания дома на улице Рыдзинского в Якутске назвали короткое замыкание электропроводки. По информации пресс-службы МЧС по региону, на момент прибытия пожарных через 3 минуты после вызова горел первый подъезд. Огонь повредил квартиры и кровлю на общей площади 150 квадратных метров. Силами специалистов и техники возгорание потушили примерно в полдень. Виновник и ущерб устанавливаются. Между тем, необходимую помощь окажут погорельцам. В настоящее время этот вопрос решает администрация столицы республики. На месте пожара находился автобус для обогрева. Жильцы дома пока размещены у знакомых. Решается вопрос об оказании необходимой помощи, говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Всего в доме 16 квартир, из них 5 муниципальные. Прописан 61 человек, в том числе 21 несовершеннолетний. В Нерюнгри продолжается реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Она стартовала в 2013 году. За это время новоселами стали более 1400 семей. Из старых деревяшек жильцы переехали как в новостройки, так и в квартиры, приобретенные на рынке вторичного жилья. О следующем этапе переселения в сюжете Ирины Кичигиной. По второму этапу программы реализации переселения из ветхого и аварийного жилья в городе Нерюнгри с 2019 года в новом строящемся многоквартирном доме будут приобретены у застройщика 58 квартир. Срок окончания реализации этого этапа – 31 декабря 2020 года. На реализацию этапа 2020 года направлена заявка еще на 47 жилых помещений. На вторичном рынке по этому этапу уже приобретены 23 квартиры. Также нами уже отработана заявка 2021 года. Согласно предоставленным лимитам, площадь 9400 квадратных метров. Это 167 жилых помещений. Эта заявка направлена на согласование в ГКУ Республики, дирекции жилищного строительства. А те, кому пока не повезло стать счастливыми новоселами, ждут своей очереди на расселение. Администрации предлагается временное маневренное жилье, но жильцы категорически отказываются переезжать, опасаясь, что на этом вопрос переселения для них будет закрыт. Дом 23/1 по улице Чурапчинской был признан аварийным в 2015 году. Было еще несколько комиссий, которые одна за другой признавали непригодность проживания в сложившихся условиях. Срок расселения назначен на 2024 год. Пол у меня провалился, стенка, как в ванну с туалетом идешь, вот так вот стенка выгнутая уже стала. И вообще я боюсь оттуда уже ходить, потому что думаю, бухнусь туда. Я когда жила по Комсомольской, там у нас женщина со 2-го этажа упала на 1-й. И я сейчас вот дома у себя также боюсь. На сегодняшний день ожидают расселения жильцы более 700 квартир, а это 1500 человек. Всего им необходимо предоставить около 43 тысяч квадратных метров жилья. В администрации города уверяют, что к концу 2025 года все аварийные дома будут расселены. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Захар Головин, Нерюнгри. Паром через Лену недалеко от Якутска будет ходить как минимум еще 3 дня. ПАО «Лорб» сообщает, что грузовые перевозки через Лену по маршруту Жатай-Тихтюр-Жатай в сопровождении ледокола продлены до 27 ноября включительно. Отмечается, что ледовая обстановка на реке позволяет продолжать безопасную работу экипажей в сложных условиях. Смотр-конкурс «Мой край» среди детских садов прошел в Алданском районе. Свои краеведческие центры и музеи в видеороликах представили свыше 20 учреждений. Представив богатство и раритеты, педагоги рассказали о проектах, реализуемых в работе с детьми. Как изучают культуру и историю родного края маленькие алданцы, расскажет Татьяна Вахнина. Ребята, во что вы играете? Я играю в машинки. Я хочу быть водителем. А я хочу быть врачом. А я хочу быть краеведом. Краеведом? Да, краеведом? Что это за профессия? Краеведами хотят быть многие воспитанники детского сада «Радуга» поселка Нижний Куранах. Ведь краевед знает все. О природе родного уголка, о местных традициях, об истории и, конечно, о других профессиях. Ролик о работе с дошколятами был представлен на районный смотр-конкурс на лучший центр краеведения среди дошкольных учреждений.
смотре-конкурсе приняли участие свыше 20 детских садов района. В видеороликах педагоги рассказывали о проектах, реализуемых в работе с детьми, представив богатства, хранящиеся в центрах краеведения. Так в Алданской снежинке в рамках изучения родного края детвора играет, читает и собирает фотоальбомы для истории. Возьми и загляни в альбом большой, и вы увидите, как весело живет здесь детвора. В этом блоке вы увидите фотоальбом, как хорошо у нас в саду. Краеведческая работа ведется во всех дошкольных учреждениях района. В детском саду «Золотая рыбка» города Томут историю и культуру родного края начинают изучать самые маленькие воспитанники. Первая наша страница, где расположен флаг республики, описывается как картинка. Синий цвет – это голубое небо. Круг – доброе солнышко. Белый цвет – это мягкий, чистый снежок. Смотр-конкурс, проходивший в удаленном формате, был приурочен к 90-летию дошкольного образования в республике. Кроме того, в 2020 году исполняется 90 лет с начала становления Алданского района. Педагоги и воспитанники детского сада «Дельфин» посвятили родному краю целую летопись-киноленту. Продолжаем вести летопись «Золотой Алдан», где собираем стихи поэтов Алдана, истории жизни знаменитых людей края. На смотр-конкурс было представлено 39 центров краеведения. Проигравших не было. Садики-победители определились в 4 номинациях. Татьяна Вахнина, Алданский район. В столице Алмазного края открыли горнолыжный сезон. Любители зимнего вида спорта наконец встали на лыжи и сноуборды. О формате работы базы в Мирном. Марферина Алексеева. Из-за необычайно теплого климата и пандемии в этом году горнолыжный сезон стартовал на месяц позже. Спортивно-оздоровительный комплекс «Алмазная долина» – один из самых излюбленных мест семейного отдыха среди горожан. Система искусственного снижения вот уже 3-й год позволяет начать сезон раньше обычного срока. Прежде горожане довольствовались снежными трассами лишь с марта. Сейчас сезон открывается задолго до Нового года. 14 ноября указом главы Якутии стало возможным возобновить работу лыжных баз. Однако начать сезон климатические условия позволили немного позже. Причина задержки была в том, что технические проблемы с снегоуплотительной машиной были. Теплая погода держалась. Система снижения шла просто вода. То есть было настолько тепло, что вода не кристаллизовалась, скажем так. То без этих систем в данное время года еще снега достаточно мало, и кататься на лыжах, на сноуборде невозможно, потому что даже трава еще видна бывает. Длина горнолыжной трассы составляет около 500 метров. Комплекс предусматривает такие услуги, как прокат сноубордов, горных и беговых лыж. Средний чек на день проката составляет около 2000 рублей, детский наполовину меньше. Существует и бюджетный вариант. Многие посетители приходят со своими приспособлениями. В таком случае ничего платить не надо. В день открытия прокатиться со свежего склона пришло немало любителей. Ну, еще немножко жестковато, да. Ну, сейчас снег нападает, будет, я думаю, хорошо. Ну, настроение хорошее для начала сезона, гора пойдет. Ждали долго. Ну, погода классная, настроение тоже классное. Вот. Ну, как обустроено. Ну, это первый день всего лишь. Вот. Я думаю, в дальнейшем будет все нормально, все будет обустроено. Будет открыта вторая половина. Будет открыт рубль. Ну, условия тут хорошие, как бы. И катание само тоже классное. Чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции, в комплексе закрыты точки общепита, а в здании проката действует масочный режим. Разметка на полу в 1,5 метра, установлены дозаторы, обрабатывается весь инвентарь после того, как человек его сдает после проката. До конца этого года синоптики прогнозируют благоприятную для зимнего спорта погоду. А это потрясающая возможность провести здоровый отдых. С 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника и вторника, горнолыжная база ждет своих посетителей. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Оставайтесь с нами.